С начала 2021 года на мировых рынках наблюдается значительный рост цен на нефтепродукты, которые в том числе импортируются в Абхазию. Эта тенденция на текущий момент, к сожалению, продолжается. И по прогнозам специалистов, динамика роста цен на ближайшие месяцы сохранится. Этот вопрос для всех, кто занят на этом рынке, остается актуальным уже полгода. На данный момент себестоимость топлива, включая сопутствующие затраты, уже превысила цены, установленные правительством. В 2018 году Кабинет министров республики утвердил предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты, которые с тех пор не претерпели изменений. Так, розничная цена на бензин марки 92 составила не более 41 рубля, на бензин премиум, то есть 95 не более 43 рублей, на дизельное топливо не более 41 рубля. Оптовая цена, соответственно, 39 рублей при единовременной продаже топлива объемом не менее 500 тысяч литров. Но по таким ценам, по словам руководителей топливных компаний, работать нерентабельно. Предприятие «Алхан» на этом рынке уже 6 лет. Фирма оптом завозит топливо в Абхазию. В среднем от 500 до 1,5 тонн в месяц. По их данным, в России, где они закупаются, цена поднимается ежемесячно. Наша последняя поставка, которая еще не доехала, превышает цену по той, по которой мы отпускаем. И я думаю, что мы не будем отпускать бензин, пока правительство наше не примет какое-то решение. У нас сейчас придет цена здесь на месте с НДСом, со всеми таможенными сборами будет 44 рубля. При том, когда у нас отпускная цена 41 рубль. Но мы вынуждены его не отпускать, потому что мы не можем отпускать бензин дешевле, чем мы его приобрели. Ценовая политика на сегодняшний день не позволяет выйти на прибыль, утверждают топливники. У фирмы свои расходы – это содержание нефтебазы, выплата заработных плат сотрудникам, таможенная пошлина, НДС 10% и так далее. Только в дорожный фонд начисляют 5% от прибыли. За прошлый год перечислили 11 миллионов. Может быть, у наших конкурентов другая ситуация, может, у них завозная цена немножечко другая, они могут это выдержать, но нам смысла ее продавать просто нет. Мы даже в розницу на своей заправке, если ее будем продавать в розницу, не продавая ее оптом, мы все равно не вытягиваем, мы все равно уходим в минус, это нерентабельно просто. РУП, Абхазская государственная топливная компания, также занимается продажей топлива оптом, но закупается не в России, а у компании РН Абхазия. По словам заместителя генерального директора Абхазтоп, повышение цен наблюдается с декабря месяца прошлого года. И все это время компания практически работала себе в убыток. Когда мы говорим о тоне, вот многие не понимают, вот если перевести на литры, вот скажем так, выросло буквально на 5-6 рублей за литр. Это и в России. Так, сегодня, если посмотреть, вот здесь прямо через границу, за границей, вот в Адлере прямо сегодня стоит топливо, это легко проверить, порядка 45-46 рублей, если это говорить о бензине 92-м. А у нас же здесь 41 рублей, то есть мы сегодня получается, что полгода месяцы закрываем с убытком, потому что купить там, где дороже, и продать здесь дешевле, ну это нереально. Ну, мы вынуждены для того, чтобы обеспечить население топливом, иногда вынуждены работать себе в ущерб. Сегодня так. Абхазтоп несколько раз обращалась с письмом в Кабинет министров, чтобы правительство пересмотрело цены на топливо, так как ситуация сложилась критическая. Также предлагалось в несколько этапов провести повышение цен и сделать процесс менее болезненным. Но, по словам специалистов, сегодня положение дел таково, что и это не спасет ситуацию. Понятно, что в Абхазии не производятся нефтепродукты, и топливные компании полностью зависят от того, как формируются цены на рынке за пределами нашей страны. К тому же у нашего государства нет финансовой возможности напрямую субсидировать убытки топливных компаний для того, чтобы на внутреннем рынке не допустить повышения цен, как это практикуется во многих государствах. Фирма «Азит» является одним из крупных поставщиков бензина в Абхазию. В этом бизнесе она много лет. Под этим брендом они реализуют бензин и в розницу на своих 6 заправочных станциях. В свете сложившихся обстоятельств «Азит» тоже находится в сложной ситуации. Здесь считают, что необходимо принимать экстренные меры. И не раз говорили об этом. То есть что нужно делать? Это поднимать отпускную цену. В противном случае у нас будут очень серьезные негативные последствия в виде убытков компаний, которые торгуют на топливном рынке. Это приведет, соответственно, к тому, что налогооблагаемая база она
практически значительным образом снизится, и бюджеты различных уровней, они сильно сократятся платежи, то есть отчисления в бюджеты различных уровней. К тому же, если не отреагировать сейчас на данные изменения, у нас может быть в разгар туристического сезона дефицит. Такое тоже возможно, к сожалению. Новичком в этой сфере является компания Psno Oil, у которой под брендом «Подорожник» сравнительно недавно функционирует 3 АЗС. При том, что «Подорожник» находится на этом рынке короткое время, он столкнулся с нестабильностью цен на топливном рынке. Мы сравнительно молодой участник этого рынка, но в то же время даже небольшой опыт в данном сегменте показывает значительное увеличение стоимости топлива за последние месяцы. Рынок диктует свои правила, и придерживаться установленных цен становится невыгодным и даже убыточным. Мы рассчитываем, что наши потребители с пониманием отнесутся к возможному изменению цен. Все компании единогласно утверждают, что необходимо повышение цен. Как только ситуация на мировом рынке изменится в сторону уменьшения, и на местном рынке цены пойдут на спад, утверждают руководители. И пример такой был в мае месяце 2020 года. И Абхазтоп, и Азид снизили стоимость бензина на 2 рубля, так как входящие цены на топливо стали ниже в связи с экономической ситуацией на мировом рынке. Ну а пока ситуация такова. Все понимают, что вслед за повышением стоимости бензина автоматически цены на все поднимутся. И все-таки мера вынужденная, как утверждают специалисты топливного рынка. И, конечно же, последнее слово за правительством страны. Именно Кабинет министров должен вынести оптимальное решение, которое устраивало бы топливное сообщество и не било бы сильно по карману потребителя. Эсма Джикерба, Инна Лагухава, Абхазское телевидение.